Слово для выступления предоставляется стороне ответчику, представителям Джоркинш. Кто будет основным докладчиком у вас? Да, проходите, пожалуйста. К трибуне. Слово предоставляется Кадыралиеву Тынарбеку Сабыровичу. Я извиняюсь за опоздание, просто не ожидал, что сегодня будут такие пробки по дороге. Буквально 5 минут опоздал. Значит, мы подготовили возражение. Мы не согласны с ходатайством Корманбаева о признании неконституционными части 2 статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Корманбаев в своем ходатайстве ссылается на статью 16 Гражданского кодекса о понятии морального вреда. Статья 16 «Компенсация морального вреда» Гражданского кодекса Кыргызской Республики отмечает, если гражданину причинен моральный вред, физические или нравственные страдания, действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающие на принадлежащие гражданину нематериальные блага, либо личные неимущественные права, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанности денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Здесь необходимо ответить, что Гражданский кодекс Кыргызской Республики, в Гражданском кодексе отсутствует градация ответственности за совершенные правонарушения, как это предусмотрено в Уголовном кодексе, где преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на преступления небольшой тяжести, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. В Уголовном кодексе это Кыргызская Республика от 1 октября 1997 года, статья 52 прим. 1, возмещение причиненного ущерба, где в диспозиции статьи не конкретизировалось возмещение морального ущерба, то есть размер, указывалось о том, что при решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьей 52 настоящего кодекса в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного законному владельцу, то есть имущественный вред. Тем самым законодатель определил возмещение материального ущерба, причиненного потерпевшим. В Уголовном кодексе Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года уже внесены вот эти размеры. Предусматривалась статья 99 возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда, где предусмотрена компенсация морального вреда, отмечена в части 2. В случае компенсации морального вреда суд устанавливает денежную компенсацию. Эта компенсация назначается в размере от 50-кратного до 1000-кратного расчетного показателя в зависимости от тяжести причиненного вреда. То есть данная градация уже и перешла на Уголовный кодекс 2021 года. Предусмотрена аналогичная статья 71 возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда. И частью 2 определено, в случае компенсации морального вреда суд устанавливает денежную компенсацию. Она определяется от 50-кратного до 1000-кратного расчетного показателя. И вот я что хотел бы обратить внимание, в зависимости от тяжести причиненного вреда. То есть это идет в полномочии судьи, моральный вред от 50 до 1000-кратного, это в судебном заседании определяется. Уголовное законодательство в редакции 2017 года и 2021 годов определено, что возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда, причиненным преступлением, является принудительной мерой уголовного правового воздействия, которая применяется судом независимо от освобождения лица от уголовной ответственности либо наказания. Здесь законодатель принял решение о компенсации морального вреда, что не противоречит нормам Конституции, так как обеспечится конституционная защита прав от преступного посягательства. И помимо возмещения материального этого ущерба, также обеспечится компенсация морального вреда. Это было новшество, новелла, как и в уголовном судопроизводстве, то есть раньше не рассматривалось понятие морального вреда.
до 17 года в Уголовном кодексе, а в настоящее время, в 17 и 21 годов, она предусмотрена возмещение морального вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя от тяжести совершенного преступления, общественного резонанса, личности виновного лица и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Сумма возмещения материального ущерба в рамках уголовного судопроизводства определяется из его фактической стоимости, причиненного ущерба на момент совершения преступления. А сумму денежной компенсации морального вреда суд устанавливает в зависимости от тяжести причиненного вреда в размере от 50-кратного до 1000-кратного расчетного показателя. Размер компенсации морального вреда от 50-кратного до 1000-кратного расчетного показателя применяется от тяжести причиненного вреда. Еще раз повторился. Необходимо обратить внимание, что применение компенсации морального вреда по каждому конкретному уголовному делу, где поднимается данный вопрос, так как здесь не исключены риски подачи потерпевшим компенсации морального вреда на многомиллионные суммы по преступлениям небольшой тяжести или менее тяжким преступлениям. Потерпевший, зная о том, что у подозреваемого, обвиняемого, осужденного лица нет возможности возместить моральный вред, то возмещение морального вреда осуществляется за счет специализированного фонда. Это вот то, что было здесь озвучено, статья 40 Уголовно-процессуального кодекса. И могут быть злоупотребления со стороны потерпевшего, обращения в специализированный фонд с многомиллионными суммами возмещения морального вреда. Законодатель установил минимальную и максимальную сумму компенсации морального вреда. Данное положение отвечает механизму построения санкций уголовно-правовых норм относительно определенной санкции, в зависимости от степени тяжести преступных деяний. Принятые частью 2 статьи 71 Уголовного кодекса размер компенсации морального вреда не ограничивает права и свободы человека, а обеспечивают защиту интересов граждан в части компенсации морального вреда. В соответствии со статьей 4 Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью принятой резолюции Генеральной Ассамблеи, лица, пострадавшие от преступления, имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством. Законодатель в редакции Уголовно-процессуального кодекса 17-21 года определены обеспечение возмещения материального ущерба и морального вреда как одну из задач уголовного судопроизводства, пункт 7 статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса. При этом в УПК отсутствует понятие гражданского иска, как вот я хотел до этого пояснить. Соответственно, нет участников процесса с такими названиями, как гражданский истец, гражданский ответчик и их представитель. Но это вовсе не означает, что механизм возмещения материального ущерба и морального вреда, причиненного преступлению, отсутствует в уголовном процессе вообще. Тем самым Гражданский кодекс предусматривает применение компенсации морального вреда по гражданско-правовым отношениям, а Уголовный кодекс предусматривает компенсацию морального вреда за совершение преступления. Согласно статье 40 Уголовно-процессуального кодекса, физическое или юридическое лицо, которому преступление причинен физический моральный вред или причинен материальный ущерб, признается потерпевшим. Таким образом, причинение преступлением хотя бы одного вышеуказанного вреда обуславливает причинение лица потерпевшим. Потерпевший вправе получить от подозреваемого, обвиняемого, осужденного возмещение материального ущерба и морального вреда. Кроме того, потерпевший вправе получать за счет государства компенсацию морального вреда, причиненного преступлением. В части 10 статьи 40 Уголовно-процессуального кодекса также предусмотрено возмещение материального ущерба и морального вреда потерпевшим за счет специализированного фонда в порядке, установленном по Кабинету министров. А в случае невозможности возместить ущерб за счет подозреваемого, обвиняемого, осужденного, поэтому должен быть установлен минимальный и максимальный размер суммы компенсации морального вреда в зависимости от тяжести совершенного преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. В первую очередь при возмещении материального ущерба и
морального вида, в первую очередь во главу всегда ставится вопрос возмещения материального ущерба, а потом уже, пожалуйста, идет вопрос по возмещению морального ущерба. С учетом вышеизложенного, часть 2 статьи 71 Уголовного кодекса Крымской Республики не противоречит частям 2 и 3 статьи 23, части 1 статьи 61, части 2 статьи 62 Конституции Крымской Республики. Руководствуясь статьями 19 и 34 Конституционного закона Крымской Республики о Конституционном суде Крымской Республики, просим ходатайство Курманбаевой о признании конституционной части 2 статьи 71 Уголовного кодекса Крымской Республики и противоречит части 2 и 3 статьи 23, части 1 статьи 61, части 2 статьи 62 Конституции и отмене ее действия не удовлетворять. У меня все.